Сначала калибруем компас, получается, чтобы сам квадрокоптер смог ориентироваться в пространстве. Координаты заданы, камера настроена, квадрокоптер поднимается в небо. Цель – снять спорный земельный участок в поселке Борисково. Один из жителей требует снести постройку на соседском участке, которая простояла здесь не один десяток лет. Посчитали, что на их территорию кто-то посягается. И написали в отместку на всех заявления. На нас и еще на соседей. Причем мы только так не знаем. Вот сейчас так и мучаемся. Межевание, говорят инспекторы, произошло с ошибками. 1,5 метра земли оказались спорными. Теперь снимки помогут уточнить границы. Данные используют в суде. Квадрокоптер может подняться до 500 метров в высоту и пролететь до 15 километров без подзарядки. Так что обследовать можно даже масштабные объекты. Работает он сразу в 2 режимах – видео и фотофиксации. Мы можем дать оценку о самовольном занятии земельных участков или же целевом его использовании. Часто мы не можем попасть на определенные точки границ земельных участков, а с помощью квадрокоптера сделать это просто. Геодезическое оборудование не уходит в прошлое, просто инспекторам станет легче и быстрее обследовать местность. Раньше процедура занимала около часа, сейчас несколько минут. Зимой у нас в основном такие климатические условия суровые же получается. У нас на участке нужно ходить. А если работают данным оборудованием, то мы можем приехать, даже запустить, сесть в машине. Татарстан – один из первых регионов, где Росреестр работает с воздуха. С начала года провели более 1000 таких съемок. Анна Городнова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.